И, пожалуйста, пусть развивается город, центр города. Что ж здесь развивается, что здесь строится? Это только бардак, это только минус городу. Будем решать. Я говорю, будем решать. Я не знаю, сколько это будет решаться и сколько будем судиться. И исходя из этого, вы тоже правильно поймите меня. Если я это все буду рассказывать, зачем тогда это все встречи проводить? Максакал, уголоча. Мы с завтрашнего дня начнем эту работу проводить. А вы сможете пока приостановить? Құрылысты тоқтатып қойса, құрылысты. Ошоны чечен бе, бизче. Мындай да. Баянмен айтпады эле. Можно? Я мне перевернуться. Давайте уважать друг друга, пожалуйста. Давайте уважать друг друга, пожалуйста. Чечейин. Анан бияктан кандай кыласың же? Сен эмне кыласың? Дагы айт, давай жакалап эле тигиндей кыл, мындай кыл деген андай болбойт. Ошол маселени чеч. Биз архитектурага да көп жолу барганбыз. Могу жердеги кишилердин баарын таманы тешилди, чынын айтканда. Келген ба? 3-4 жыл уже пишет. Айтайынбы? Ошону айтып берейинби? Аке. Муралда. Ошол нерсени гана алып депутат. Сиз гипрозем. Жок, отурам, депутат койду. Сиз эми Ай, мен агентствода отырмаңыз, пожалуйста. Ага, чейин агентствода берип турган, отур. Отырбаңыз ма? Кой турмай айтпай. Отырбаңыз. Кой турам. Мен бияка сүйлөйм. Депутат кой тур. Мен да айтайын. Мен бирди бир сүйлөп алайын. Men ketdim mana. To'xtatib turg'ular deb aytdi. Саламатсыздар, урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү. Биз азыр күндө, азыркы учурда Арча-5 жагын конушундабыз. Бияктын ушу курулуш көйгөйүн биз акыркы 2 айдан бери чагылдырып келе жатабыз. Өзүңүздөр билгендей Узун булак, Баба Ата көчөсү, Ынтымак жагын конушу дегенде, азыр ушул аталган конуштагы көчөлөрдөгүнүн баардык жашоочулар ушул жерде жолугуп атат азыр. Өзүңүздөр көргөндө артында азыр мэриянын өкүлдөрү, вице-мэр келди. Азыр ушул курулуш маселелери кабыргасынан коюлмакчы. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Buradan konuş, ben bir sıra. Я, наверное, начну на официальном языке, на нашем кыргызском. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү чогулуштун катышуучулары. Өзүмдү тааныштырып өтсөм, мен шаардык кеңештин депутаты болом. Аты жөнүм Темиркулов Талай. Бүгүнкү маселе бул ушул биздин жаңы конуштардагы болуп жаткан курулуштар боюнча талкуу жүргүзмөкчү болуп жатабыз. Ошондуктан бул жерге бүгүн мына шаарыбыздын вице-мэри курулуштун тармагын тейлеген Орунтаев Нурдан Кемелович, начальник БГА и соответствующие службалар келип турат. Астыңыздарга мен суранып өтөйүн деген жерим конструктивдүү мындай бир диалог түзөлүү. Кимде суроо боло турган болсо, кол көтөрүп, аты жөнүн айтып, суроосун берип. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе баштай берели, сөздү, алгачкы сөздү биринчи болуп кимге? Нурдан Кемеловичке берели, вице-мэр. Урматтуу Шиш шаарынын тургундары, жакка чогулганыбыздын себеби бул жанакы сиздер көтөрүп жаткан маселе бул ушул Жылмасевдин ичинде болуп аткан курулуштар. Если дадите разрешение, тогда на русском, да, лучше? Да. Здравствуйте, уважаемые жители. Меня Нурдан зовут, фамилия Орунтаев. Являюсь вице-мэром города Бишкек. На сегодняшний день мы здесь собрались по одной проблеме, которая касается не только вашего жилмассива, но и остального города, честно говоря. Это застройки высотных домов внутри жилых массивов. И исходя из этого, мы бы хотели сначала с вами произвести беседу, узнать какие-либо конкретные проблемы, остановиться на каждой проблеме и в дальнейшем уже принять, так скажем, окончательное решение. Все согласны? Да. Насколько я понял, здесь имеются сейчас 3 объекта, которые строятся, да, правильно? И по каждому, оказывается, по одному 6-этажный, второй 9-этажный и третий 8-этажный, правильно? Кроме этого, есть еще объекты, которые без разрешения начали строить и без документов. Нурдан Кемелович, можно я поправлю? Мы просто назвали 3 объекта, а на самом деле объектов 7 или 8 начисляется, да, объектов очень много. Кроме того, на Баба Ата Узун Булак
Там вообще, по моим данным, строится 12 или 13 этажное здание. 15 даже этажей. Прошу прощения. Хорошо, давайте начнем конкретно с объектов. Начнем вот, который написано, 6-этажный дом, жилмассив Интымак, улица Азия, 229, 230 и 232. Здесь, по информации, разрешение на строительство было выдано еще в 2021 году и внесен в реестр строящихся объектов. Строитель Асланстрой. Имеются, оказывается, выданы архитектурные заключения АГЗ. Так. Рабочий проект согласован. Тоже в 2021 году. Потом, что у нас идет? По Асланстрою. Здесь есть, да, жители? Которые близко? Расскажите, в чем там проблема? Короче, Асланстрой, это там 3 участка по 8 соток. И они, когда начинали строить, были против. Обращались ко всем городским службам, ко всем, кому возможно, обращались и к депутатам, к правительству, обращались и к президенту. И ответа мы не дождались. Все говорят законно, но в прошлый раз, когда прошлая встреча, вот уважаемый депутат стоит, тоже депутат был Талай, да? Он зачитал документ, вот эти разрешения, все согласования, все выдачи разрешения выданы и согласованы только чиновниками. А в том документе, который депутат нам зачитал, должны быть учтены мнения третьих сторон, там написано. Наше мнение, там жильцов, никто не учитывал. Там сейчас такого монстра строят, да? Это, ну, сейчас везде вот так строят. Но это город уродуется. Сейчас вот жара, духота стоит. Воды нету, народ злой. Электричества зимой нету. Из-за чего? Из-за этих многоэтажных строек, которые бесконтрольно застроят. Вот эти чиновники, которые БГА или это, они выдают разрешение, им наплевать. Инфраструктура есть, нету. Они начинают выдача разрешения, согласование есть, все. Роза ветров ну, Роза ветров уже тоже уже өлді адам. Так что бұл жерде вопрос прекратить вот эти застройки. И этих чиновников привлечь к ответственности, что город они уничтожили. Я вот в многих странах побывал, да, есть у них исторические места, есть городские какие-то свои своеобразные красота. У нас ничего нету, у нас бесконтрольно, бесхозно все это застраивается. Сейчас добрались до этих жилмассивов, которые хоть как-то вот, зелень, пыль оседает здесь. Но вот улица, вот ветер с гор, который вечером, сейчас все этого нету. Хорошо, они строят многоэтажные дома, учитывают они инфраструктуру. Есть там школы, есть там детсад, есть там поликлиники, или же просто вот канализация, водопровод, электричество. Да, вот эти, ну, площадки, ладно. Это не без учета вот этих данных, они все выдают разрешение. Теперь как будем жить? Вот город стоит утром, вечером, затор транспортный, да? Я своего ребенка, потому что здесь школа уже переполнена, вожу куда-то, где найду место, по всему городу еду. Ребенка в садик тоже куда-то вожу. Вот это самая основная причина. Из-за газованности, городского затора транспорта. Вот эти дома построили, машин некуда ставить. Сейчас вот это проспект Мира будет, вот эти, если дома построят, да, все забито будет. Вот как Джала сейчас уже. Половина домов только ввели в эксплуатацию, еще половину там будут застраивать. Там вообще даже не то, что вечером, днем не знаешь, куда машину поставить, там, если туда по делам приехал. Все забито. Кто-нибудь это учитывает? Они выдают разрешение, выдают. Да, у них все законно, они говорят. Вот, к ним обращаешься, у них все законно. Законно, как закон? Он выдает разрешение, он подписывает, согласует, и вот так. Получается, что они сами между собой согласовали, выдали разрешение, а вот здесь народ, уже сколько раз собираемся. Вот президента, вот правительство, никакой реакции. Мы обращались и к президенту, и к правительству. В прошлом собрании вот вице-мэр был, его сегодня нету, да? Потому что он обещал, понаобещал, и сегодня не знаю по какой причине. Он күн деген сізге білесіз бе? Да. 10 күнде тоқтатамыз деген ештеңе болмады. На 10 дней, вот завтра остановим. Говорит. А они, не знаю, позвонили, и что, с завтрашнего дня они начали усиленно строить, уже 4-5 этаж начали строить, заливать.
дороги портятся вот в такой жару, вот эти цементозы ходят, да? Не знаю, это какое-то возня, мышиная возня, вот кто-то дорогу делает, а кто-то портит, потом опять жалуется, и опять вот таких колдоверных живет. И поэтому я прошу обратить на это внимание. Вот если есть возможность, сейчас остановить все, которые здесь идут застройки высотные, многоэтажные, учесть все эти наши мнения, учесть вот согласно вот того документа, который Талай в прошлый раз зачитал, да, мнение третьих сторон. Мы будем обращаться в суд и подавать в суд не застройщиков, а вот руководителей, которые выдали разрешение на нарушение вот этих пунктов. Жо байке, ошол көзөмөлдүн баары мына ушул кишилердин колунда да. Они вот всегда они вот стоят и все согласовано, у них все законно. Уже не первый раз они вот так говорят. Шулардын көзөмөлүндө да. Мы сколько раз говорили, сколько раз обращались, сколько писали письма. И у них все, акт вот выдан в 2021 году, там все согласовано, все чики-чики. Ну, извините, а мнение народа, мнение третьих сторон, кто заслушивает? Воды нету, да, сейчас? Вот с водоканала приходит каждый раз, вот, платите там за полив, ну, заплатили, а воды нету. Если будешь поливать, мы тебя штрафовать будем. Ну, что за дела? Что за несогласованность? В водоканале мейс бар адамдар иштейби. Если водой не могут они обеспечить вот этих жителей, которые вот, а как они будут обеспечивать вот эти высотные этажные дома? Они будут, это, у нас труба маленькая, будут высасывать всю воду, остальные как будут? Байке, бир сөз да. Бул жерде курулушту көзөмөлдө курировать эткен вице-мэрлер турат да, и ошол соответствующий службалар. Вот в общем, Можно по существу, мындай сүйлөшөлүчү, байке? Давай, можно я? Да? Пожалуйста. Пожалуйста. Уважаемый Нурлан Гермаевич, мындай да? Кыргызча болсоң кыргызча эле бере берем. Город должен развиваться. Мы это понимаем. Жакыныраак келсеңиздер. Силер служба, мэр служба кылып аткан жумушуңарды биз түшүнөбүз. Шаар өркүндөшүш керек, өсүш керек, ушул бойдон калбаш керек. Бирок вот президент специально мэрияга архитектураны бөлүп берди да, берди. Для чего аны эме силерге берди? Чтобы бардакты токтотсун депчи. Жакшынакай, эми силер мэр служба өзүңөрдүн колуңарда тургандан кийин план түзүп, почему аны считается хатичным без стройки, потому что без предел Сөзүңүз каралды, мен жооп берип коеюн. Мен суроо берилик эле жооп бересиз. Сиздин жанакы комментировать этип коеюн сөзүңүздү. Бүгүнкү күндө да действительно Бишкек Лав архитектура февралдан баштап мэрияга өттү. Андан мурун Гостройго карачы. Азыркы учурда биякта курулуп аткан объектилер 2021-2022 жылдары берилген объектилер. Эми аны мойнубузга алышыбыз керекпиз. Мен бияктан жок ошо. Мен актанган жерим жок бияктан. Андан тышкары дагы эми айта кетчү нерсе, эми бири-бирибизди сыйлайлы. Бияктандаки биякта кызматкерлер турат, баардыгы жаңы. Булар былтыр, быйыл, ушул жылдын башында келген кызматкерлер. Эми ачыгын айтам. Азыркы учурда биз бияка азыр эч кандай эми ошону даканса айтып коеюн байкеси. Уруксат бериң. Эми уруксат бербейсиз, мен айтып коеюн байкеси. Ошол себептен эми байкелер, эжекелер мындай кылалы. Азыр бияктан да, действительно объекты есть они сейчас строятся, проблема имеется. Мы с вами сюда пришли, чтобы решить эту проблему. Но никоим образом не, так скажем, критиковать тех или иных лиц. Давайте перейдем конкретно по существу конкретным объектам. Что строится, есть ли там инженерные сети или нету. Давайте вот начнем с этого. Хорошо, давайте начнем с этого. Насчет инженерной сети уже человек конкретно объяснил, да? Там добавлять нечего, кроме там уже некуда парковку поставлять. Да? Мен сизге айтып атам, ошо силердин службага биз күнөөлөп коюп аткан жокпуз. Силерге президент ответственность берди. Жакшынакай геймплан менен мэрия кайсы райондон баштап, например, центрларда столичный немелер, Сталин убагында турат го, Хрущевский, вот разрушайте там, начинайте там строить красивые дома, 30-этажные, как вы это идем, вот, хорошо, теперь, что здесь началось, подожди, теперь, что здесь началось, вот эта стройка, это вашей вина нету. Ну, мы жители, надеемся на вас, который в данное время хорошо работает, не коррупционным видом работаете же, да? В данное время при вашем никому разрешения не дали. Дали те, которые сейчас строятся, они получили раньше разрешение. Сейчас мы все жители просим у вас, просим. У вас есть возможность, у вас есть шанс.
подайте в суд, помогите им, нам. Вот вместе подаем в суд и переостановим вот эти все устройки. Вот только один выход. Просто так вы тоже не можете остановить. Есть возможность подать в суд. Если в суд подадим, в тот раз депутат здесь, когда было у нас в Интамаке было собрание, один депутат, вот он сейчас не прав, этот Усубалиев Талай, он только 10 при вице-мэр тогда при него 10 нарушений посчитал, читал. 10 нарушений. А чтобы остановить, один нарушение хватит. Поэтому у вас, Нурлан Керманович, мы вас хорошо знаем. После этого мы вас хорошо знаем, надеемся. Все жители, мы вас надеемся. Меру, не знаю, он не до этого, может он на вас надеется. Последний шанс, срочно подаем в суд, все стройки, все, где устроиться, там, моментально остановим. Там решение суда должен быть, чтобы до решения этого должен остановиться. Все стройки должны остановиться. И с этим мы добьем, их остановим. А вы в дальнейшем не дайте в этом районе, вообще стройки не дайте. И, пожалуйста, пусть развивается город, в центре города. Что здесь развивается, что здесь строится, это только бардак, это только минус городу. Потому что здесь, они почему здесь строят? Потому что люди хотят здесь жить, потому что здесь чистый воздух. Да, два этажа здесь живет чистым воздухом, а ветер живем, весь это воздух закроет город, центр города. Там люди будут задыхать. Зимой будут еще хуже черные вот эти семьи. Поэтому, Нурлан, мы надеемся на вас и просим помочь. Просим помочь. Для этого мы собираемся, жители. Дайте разрешение сказать, пожалуйста. Уважаемые жители, давайте вот конструктивно, да? Здесь мы приехали, чтобы решить эту проблему. Ну, никоим образом не ругаться. Вот, это первое. Никто не конфликтует. Да. Во-вторых, пожалуйста, мы понимаем то, что имеются такие проблемы, которые нужно решать. Ну, попрошу вас, единственное, воздержаться от эмоций и подойти уже как-то со смыслом, да, к этой работе. Эта встреча просто так, она не останется. И, исходя из этого, будут составлены соответствующие протоколы, соответствующие бумаги. Имеется вот видеозапись и так далее. И на основании этого мы тоже уже будем принимать решения. Мы же тоже должны за свои слова ответить, правильно? И исходя из этого, мы здесь встречаемся, чтобы выслушать вас и вашу проблему. И в дальнейшем смогли, так скажем, использовать это в том русле, в том, который нам нужно. Уважаемые жители, давайте вот долго не будем, так скажем, друг друга мучить. Мундайлалы, разрешите, да, я до конца скажу. Я предлагаю следующим образом. Составить соответствующий протокол. Вот имеется у нас горкингеш, аппарат мэрии. И с этими протоколами уже мы будем давать соответствующие поручения. Я, в принципе, вижу выход из этой ситуации. В принципе, вижу. Вы можете объяснить, какой? Сейчас, чтобы это все рассказывать и карты все, так скажем, на стол выкладывать, смысла не имеет. И исходя из этого, уже выслушав вас и изучив вот эти материалы предварительно, я уже, в принципе, имею, так скажем, план для дальнейшего решения вопроса. Уважаемые жители, давайте конструктивно. Сейчас несколько человек тоже выслушаем. Здесь вот все люди, основная масса это наши аксакалы, да, и исходя из этого просто их не мучить на жаре. Нурлан Кемелович, если вы позволите, Вот пожалуйста, можно минутку? Пару слов. Вот прошлое, когда вице-мэр пришел, мы когда заявление давали, там конкретно указали, жители, чтобы вы знали. Мы заявление, когда мэре давали, там указали. Если вы это не решите, то 30 июня мы на законном основании хотели на Горький парк выйти на митинг. Там разрешается, это законно. Взять плакат, хотели мы. А вице-мэр пришел, когда вот у нас был Интамаке, он попросил, через 10 дней это решу, митинги не выходите. Мы не выходили, а они пропали. Ничего нет. Поэтому я вам сейчас не говорю 10 дней, либо 5 дней. Будем решать. Я говорю, будем решать. Я не знаю, сколько это будет решаться и сколько будем судиться. И исходя из этого... А зачем судиться? Уважаемые, Нет, можно, да, я просто... судиться. Вы нас тоже правильно... Апа, можно я скажу? Жители, мы изначально договорились не выкрикивать. Пожалуйста, давайте друг друга будем уважать. Мы же воспитанные люди здесь.
Пожалуйста, чтобы состоялся конструктивный диалог, Жөн талайке Не выкрикивайте, пожалуйста. эмоциясы барды. Уважаемые Проблемасы жители, орда, айтышкын. Байкес, рұқсат па? Уважаемые жители, я сейчас не могу вам полностью всю свои действия вам рассказать. Вы тоже правильно поймите меня. Если я это все буду рассказывать, зачем тогда это все встречи проводить? Ну, Правильно? юристтер айтыңыз, эмне Можно же? мне коротко два слова сказать по существу? Подождите, давайте вы секунду. по очереди. Я квартальная, можно, позвольте. Все, квартальная как Я больше хочу всего. предложить системно, Не понимаете? надо предлагать, подождите, я по существу скажу. Можно, извините, пожалуйста. Вот у меня первое, прежде чем архитектуре давать разрешение и другим структурам, первое, вы должны водоканал спросить, а есть ли такие возможности дать строительство тому или другому дому? У нас проблема огромная с питьевой водой. И водоканал последняя, наверное, инстанция, которая подписывает этот документ. А поэтому население сидит без воды. Те стройки, насосы ставят, а мы сейчас вообще останемся без воды. И поэтому вы, прежде чем давать разрешение, вы должны Мы не узнать в собираемся водоканале. давать разрешение. но давайте не будем Архитектура. Давайте просто решить вопрос. И поэтому у нас просьба. Развития в водоканале нет никакого. Как было в советское время, так она и осталась, эта инфраструктура. Ни одной новой не открыли скважины, ни одного нового строительства водоканал не поставил. Поэтому страдать будет не только мы, вообще Кыргызстан. Поэтому в первую очередь я прошу обратить особое внимание к водоканалу, чтобы эта структура развивалась. Иначе будем без воды. а то вы сейчас, я чуть не понял, подал. Эрик Мырза, пожалуйста, юрист. Те строительства, которые начали, эти молодые люди, новые люди, они не имеют к этому отношения. Уважаемые жители, Вот, внимание, сейчас, минуточку. Те строительства, которые начали, какую-то вету можно положить? Вету, чтобы стройка прекратить пока решение. Будем искать выход из этой И тем более сейчас вот такое, да. Вот здесь колхозная земля была, совхозная земля раньше, 22-го партсъезда было. Люди здесь живут давнишних времен. Везде зеленая зона, спальный район. Один продал 8 соток земли было, продал участок, и как раз 6-этажный дом вырисовывается. Да, на этой площадке. Да. И так же не бывает же. Здесь даже канал БЧК должен был проходить в верхней зоне. Тоже перекрыли, дали академикам участок. А канал нужен был. Да. И каждый раз у нас архитектура, этот генплан меняется. Новый архитектор пришел, генплан меняется. На этом участке строятся жилые дома. Да. Сейчас я закончу. Поэтому, Нурдан Гемельевича, мы попросим, чтобы вету положили. Вету положили на этой стройке. Вот по улице Улан. Вот сейчас люди вот пришли. Не только. Да. Я говорю, в частности, по улице Улан. 6 сотки. Он продал. Недавно продал. Буквально года нет. А сейчас вырисовывается 6-этажный дом. 8-этажный. Да, 8-этажный дом со всеми инфраструктурами. И тем более закрывает... Какие там инфраструктуры? Нету инфраструктуры. Там нет никаких инфраструктур. Да. Поэтому просьба, Нурлан Темирович, первый вопрос поставить вету пока до решения вопроса. И в этой спальном районе, чтобы не давать высотных зданий разрешения. Вот в Германии, в любом городе, в Берлине, в Мюнхене, везде частный сектор там Ақсақал, нету. мұндай қылалы, рұқсат берсеңіз. Байке, давай, кешірім сұраймын, мұндай қылалы. Байкелер, ежекелер, апалар, азыр бір-бірімізді қинабайлы. Эми ачығын айтқанда бір-бірімізді қинабай, давайте будем приступать. Эми сіздерді оқытук, сіздердің мнениеңарды оқытук. Мы вас выслушали, и исходя из этого мы понимаем ваше настроение. И с учетом этого мы тоже должны принимать какое-то решение. Я же вам еще раз говорю, у меня есть план действий, согласно которому мы будем идти. Я думаю, это устроит вас. И думаю, это как бы будет началом решения данных проблем. Давайте приступим. Сейчас выслушивать и мы рассказывать, то до вечера будем просто стоять. Юрист Сукпайса, Ақсақал, уғалычы. Сунение можно, Давайте вот, слушайте, мы
отошли. Мы о каких-то водах говорим, о каких-то транспортных. Давайте говорить принципиальные вопросы. Подождите. Подождите, вы неправильно поняли, подождите. Вот дело в том, что здесь, на территории ваших участков, совсем запрещено многоэтажные дома строить. Вот это принципиальный вопрос. Отсюда надо исходить, понимаете? И, Нурлан Гейманович, я вижу вашу работу. Вы пытаетесь навести порядок. Вы в центре. Ну и здесь тоже мы просим уделить внимание. Принципиальный здесь вопрос в чем? Да, отдельные службы, отдельные недобросовестные чиновники наломали дров и ушли. Вот сейчас вам, как пожарнику, приходится ходить и тушить эти пожары. Я хотел бы предложить системно этот вопрос. Потому что вопрос, связанный с этими строительствами, вот один только документ решает, генеральный план. Генеральный план говорит о том, что здесь высокоплотная приусадебная застройка. Все, многоэтажки здесь запрещены. Поэтому вот на те документы, которые главный архитектор ссылается, да, вот здесь разрешение дали. Так, это все подлог. Это все подлог. Это вот все вот эти проекты застройки, все они противоречат генеральному плану. Поэтому мы можем, нас всех здесь объединяет одно. Незаконная стройка. У всех вот этих объектов я поднял. Это и вот ветеринарная, это Азия, это Узумбулак, это Бакаево. Это все здесь, по всем вот этим объектам в свое время, да, Бакаята, документы дали с грубейшими нарушениями генерального права и градостроительного законодательства. Поэтому вот, понимая вашу позицию в той части, что вы говорите, мы не можем раскрывать секрет, мы уже обращались во все структуры. Вот и в архитектуру ходили, и в ГАСН ходили, и во все. Не можем добиться. Я предлагаю сейчас создать комиссию, которой мы будем все по каждому объекту. Комиссиядан толгон такой комиссиялар түзүлгөн. Ну бару деле. Давайте мы предлагаем сейчас решить. Ошону чечип берилди отмойбу. По каждому объекту готовы прийти. Уважаемые. Арбир объектерде болсо разная ситуация, поэтому каждому объекту, исходя из этой ситуации, у кого-то нету котлована, а у кого-то котлован, а у кого-то первый этаж, у кого-то в 2 этажа уже стоит. Уважаемые жители, я сейчас не могу вам сказать, каким образом будем действовать. Вы одно поймите. Подождите, пожалуйста. Мы подождем. Мы с завтрашнего дня начнем эту работу проводить. А вы сможете пока приостановить? Курулушту токтоп койсо, курулушту. Ошону чечилди да, бизче. Мындай да. Уважаемые жители, можно? Я бири-бирин сыйлайлычы. Давайте уважать друг друга, пожалуйста. Давайте уважать друг друга, пожалуйста. По существу можно вопрос? И по существу сказать. Один вопрос. Вот мы 4-й раз встречаемся. 4-й. Ваша служба, да? Другой вице-премьер 3 раза говорил. Решим, подождите и так далее. Решается как? Вот главный архитектор стоит. Если решающий человек, да? Вот с каждым, например, вот по Бабата у нас пока не начался. Там один человек, 16 соток. Можно ли с ним поговорить по-человечески? Жители против. Айланайын 3 этаждан курсаң өлбөсүң деп айтып койсо, мисалы үчүн иш кылса, мисалы үчүн биз конот элек да. Никакой работа не проводится. Понимаете, вот ваша служба. Предыдущий ваш вице-премьер пришел 3 раза. Ага, жооп бере албайм. Жок, ошону айтып коеюн. Ал келет да ушинтип келип туруп эле, ага бүтүп коюп атпайбы. Мынтип атабыз, тигинтип атабыз деп ататчы. Биз айтып атабыз, эгерде силерден ар бир службаңар, мисалы үчүн Бабата, мисалы үчүн конкретно мен айтып атам. Ээсин чакырса, айтса болот эле да. Ошол жерде 400 киши каршы. Айланайын, 3 этаждан сал, 2 этаждан талдап койсо болот эле да. Бир маселе чечилип калса болот эле да. Мен айтып атам конкретно. Ар бир көчө боюнча, мисалы үчүн, ар бир үй боюнча, мисалы үчүн, иш жасалбай атат. Сиз эми мына жаңы иштеп атасыз. Элдин баары сиздин ишиңиздин баарын колдоп атат. Сиз алып туруп башын, мисалы үчүн, ар бир эмес боюнча конкретно баштаңыз. Эми ошону баштап берели. Ошол боюнча баштап туруп жыйынтыкка чыксаңыз, вот сизди элдин баары колдойт. Анан азыр бул жерден минтебиз, анан тигинтебиз деген менен эч кандай эме болбойт. Туура айтып атасыз, ошону айтып. Туптура ушундай болуш керек да. Ушуга жетишели. Мен айтарым ушул. Вот по существу, все говорили по существу, да? Я живу на улице Улан, и у нас только-только началась стройка. Пожалуйста, ответьте мне, вот от нашего забора сколько можно отступить? Вы должны знать.
Они начали копать котлован, Там вообще они Пожарный проход, да, получается? Там вообще запрещено многоэтажки. запрещено, а Причем то. тут метры? Ну причем метры, если они в полметре начали копать котлован, они уже выкопали. Это Улана-3. Это только началась стройка. Вот просто я живу рядом, я пришла вот сюда к вам за помощью, потому что так нельзя поступать. Существуют какие-то нормы, какие-то правила жизни. 45 лет я вот в этом детском саду работала. Может быть, кто-то вот здесь вот меня помнит, да? Зоя Ивановна, раздела детей. Уважаемые жители, Нет, это уважаемые жители, можно я попрошу вас? Ну вот эти Можно? нормы, Можно я скажите, скажу? пожалуйста, Апа, дайте разрешение, пожалуйста, сказать. Скажите. Апа, После Интамака какой еще массив сейчас? уважаемые жители, давайте перейдем к реальным работам. К реальной работе. К реальным действиям. Можно Я вам еще раз Можно не могу вам реально рассказать. Это, понимаете, это все быстро дойдет до них. До кого? До строителей. У нас открытое это. До строителей это дойдет. Сейчас уже дошло. Зачем можно реально вы решайте наболевшее? Остановитесь. Она Эме, Нурлан, кеп мындай. Биякта жылчылардакы Вот они сейчас 6-7 сот үйден ашык жок. Ошол жерге 7-8 отуруп үй курган не соответствует по строительному ГОСТу. Бизден жителдерден суранычы сизден пусть этиги байтикке, этиги палеларга пусть 46 этаж курсын. Бияктын жанын койсун. Сиз ошону контролдоп бериңиз. Биз специалист эмеспиз, строитель, но простому человеку понятно. 6-7 этажга как можно 8 этаж строить? Там парковка керек, су керек, туалет керек. Не соответствует ГОСТу. Пусть этот участок оставит, пусть Асамбайга строит, Байтике, пусть 60 строит. Пусть контролирует. А этот... Укпайлы биякта. Эми чеч берели десек, же укпайсыздар, же сөз бербейсиздер. Урматтуу агайым туугандар. Эми чеч маселени чечиш керек. Мага уруксат бергиле деп атам. Чечейин. Анан бияктан кандай кыласың же, сен эмне кыласың? Дагы айт, давай жакалап эле тигиндей кыл, мындай кыл деген андай болбойт. Анын өзүнүн жумушу бар. Анын баарын мен азыр силерге айтып таштасам, тигилерге жетет. Алар дагы противодействие кылып туруп башкача жумуш кыла баштайт. Туурабы? Ошол себептен эми көп нерсени бияктан көп сөз кылбайлы. Маселени чечели. Биз жумушка киришели. Хорошо? Мындай жердин күйүп аткандар ушундай болот. 2001-жылда жыйналыш өткөргөнбүз. Маселени чечебиз деп коюп кайрылып сат берди. Эми аксакал, анда 2021-жылы, 2001 жылдары ошол убакта сиздер азыркы курактуу болгон жетекчилер иштеген. Ошонун баары кылгылыктын баарын кылып алып туруп, азыр жыргап жүрүшөт. Эми бир вопрос. Мындай да. Эним кой турчу, бөлбөй. Мындай бир нерсе да. Мен айтып атам. Силер дагы бир жылдан кийин кетип калсаңар, сага окшогон бир жигит келет дагы мен билбейм аны. Силер ошо жакка баргыла, алардан доолоп алгыла деп айтат деп биз коркуп атабыз. Ошон үчүн бизден эмоция чыгып атат. Сенин үйүң жанына 9 этаж кирип коюп суу жетпей турса, сен бул жерде кыркырмак тургай согушмаксың. Ошон үчүн я. Ошону эми аксакал мындай кылалы. Ошон үчүн мен ошо предложение. Ошон үчүн мына сен туура айтып атасың, мен чечейин деп атасың. Биз сага ишенелик. Ошол маселени чеч. Биз архитектурага да көп жолу барганбыз. Могу жердеги кишилердин баарын таманы тешилип чын айтканда. Могу этаж үйлөрдү көргөн сайын жүрөгүбүз сыздап атат, эмне болуп кетер экен деп. Ошон үчүн биз сага добираем. Макул, баарын уктуң, жыйналышты узартпайлык, ушул маселенин баарын тең чечип бер. Эгерде сен ушул маселенин баарын чечип ынтымакты сактап кала турган болсоң, сага могу көчөнүн боюна килейген памятник коебуз. Нурлан момундай мыктылык кылды деп. Уважаемые жители, раз он просит время, мы давайте дадим время, но при одном условии. У нас уже это 4-й вице-мэр, который к нам приходит, обещает. У нас видеозапись есть, все есть. Это что? Это значит, у нас есть основания выйти на Горькийский парк,
На закон прошу вас, конце Байке, конце, Нурлан, подожди. Байке, не надо Если в призывать конце людей к месяца таким никаких действиям. решений не Байке. будет, мы выйдем на Горький парк. Я об этом прошлый раз тоже говорил. Байке, Мне уже пришли, из Кемба 3-4 человека уже пришли. айтайынбы? Уважаемые жители, можно, да? Уважаемый житель, тихо! Уважаемые жители, давайте не будем поддаваться эмоциям и друг друга призывать к незаконным действиям. Я не знаю, что наобещали другие вице-мэры, но я за них не буду отвечать. Я вам конкретно говорю, будем принимать меры для того, чтобы решить эту проблему. И исходя из этого, я вам еще раз говорю, не буду рассказывать то, что мы будем делать. Вы нас тоже правильно поймите. Да. И, уважаемый, можно, да, до конца скажу? Исходя из этого, попрошу вас эмоции при себе держать. И давайте друг друга не будем призывать к незаконным действиям. Мы все-таки живем в законном государстве. Хорошо? И все должно решаться в рамках действующего законодательства. Мне всего 34 года, я хочу тоже дойти до вашего возраста и жить в таком же районе, как и здесь. Но при этом не хочу потом наломать дров и при этом нести ответственность за свои незаконные действия. И попрошу вас, мы будем принимать решения. Ну дайте нам возможность, хорошо? Жоқ, бир вопроста силердин көтөрүп келатасыңар да. Мына мен чагылдырып келатасыз журналист катары. Могу териштирүү болуп атканда стройкалар токтоп турсун деп атпайсыздарбы? Ошонун маселе да азыр башкача. Ошол болот, ошону токтото аласыздарбы азыр? Мына силер баягы тартып кеттикпи? Ошондон кийин күчөтүлүп куруп баштады. Бүт жак ошондой болот, барчы. Эң чоң маселе ошол. Эми байкелер, эжекелер, апалар, аталар, эми бири-бирибизди азыр бурчка такамай жок. Мен сиздерге ачык эле айтам. Бардыгы мыйзамдуу болуш керек. Мен колумда келген аракетимди кылып, ошол мыйзамсыз курулуп аткан нерсенин баарын ордуна койгонго аракетибизди кылабыз. Анан бири-бирибизди бурчка такап, мынча сурок беребиз, өзүң айт, тигиндей кыл, анан сен токтотуп коюшуң керек деген андайдан алыс бололу. Бардыгы мыйзамдуу жазайлы, эртең сиздерге дагы, бизге дагы суроо болбош керек. Сүйлөштүкпү? Уважаемые жители, давайте на этом закончим. Попрошу вас. Мына 3 объекти боюнча, конкретно 3 объекти боюнча кайсы күнү токтотосуң? Мен ошону айтып атпайм, бири-бирибизди бурчка такабай туралычы деп. Мен азыр, байкеси мындай да. Сен канча жолу келдиң бияка? Байке, мен бияка биринчи жолу келдим. Байымда бир телевизордо сүйлөп калдым, мен байымда түшүнөм. Мен биринчи жолу келдим бияка, биринчи жолу келдим байке. Биринчи жолу келдим, мен бир айтып койчу. Мат окутугандар. Мен мына Кыргыз гипрозем директору болуп 12 жаштайм. Жер боюнча адисим менче. Азыр бирден бир эле бул мына койдун бартын, ушу өзүң ордун ведомстволук иш талашууланып атат булчу. Силер архитектураны бир татыга гостройго бердиңер, кайра талашасыңар. Бир единый политикадан бош керек да. Градостроительный бир эле политика болот, единый. Земельный политикадан бир эле болот. Кот, мен айтып берем. Курулуш саясатын, жер саясатын бизде мыйзамда жазылган. Ошол нерсени гана алып барабыз. Сиз гипроземдүү депутат болчу. Сиз эми байке. Мен агентство кыйкырбаңыз, пожалуйста. Ага, чейин агентство директоруң отур. Кыйкырбаңызмы? Отур, айтып берем. Кыйкырбаңыз. Отур, мен бияка сүйлөйм. Депутат отур. Мен айтайын, мен бирди бир сүйлөп алайын. Мына жер боюнча бир айтып атайын, бир политика ошу депчи. Мына азыр айыл чарба жанакы жер агентствосунун айыл чарба министрлигинин турабы. Бул такыр кириши албайт бекачы. Земельный инспекция кириши албайбы. Земельный инспекция тоже министр колунда турат. Градостроительный жанакы архитектураны бозду, булар саргалып койду. Бир гостройдун алдында бир эле гост болот да, бир эле норматив болот да. Аны тиги өкмөттөн бекитет. Ген планды өкмөттөн бекиткенби? Турабы? Мына Бишкек шаарынын ген планы. Булар отуруп алып бериптан ПДП деп түзүп атабы? ПДП деп түзүп атат. Лаканичный түзүп атпайбы? Ана ПЗП деп түзүп атабы? Проект застройки кылчу. Бул тоже лаканичный. А тиге протеме карама ашып атпайбы? Ген планга. Анан бул каяктан туруп токтотом деп атат. Бул кол койбаса башка бүт службалык кол берет атпайбы? Бул алиясы кол коет да. Турабы? Кол койбаса кетет. Мэр айтат кол коюп бер дейт, кетет. Ошол атпайбы? А бул единый орган болбой атат. Бул түшүнбөй туруп, мен түзөм деп атпайбы, токтотом депчи. Байке. Жөнүнө бүтүрөт. Ами айтып бериң мына. Кичине мындай акырын сүйлөсөңүз сураңыз. Жок айтпайм отур. Байкеси, мен жооп берейинби ошо сөзгө? Жок отур, мен суроо берем. Мен бияка сүйлөдүм, депутатка айтам.
Жоқ, тоқтатып, бұзбағын. Жоқ, депутатқа айтады. Ақырын неме қылыңызшы. Давайте вот раз. Срочно кеткібез. Сіздің тәжірибаңызды сыйлайым, возрастыңызды сыйлайым, сөз жоқ. Бирок азыр бул жерде чечкиндүү кадамдарга бара турган маселе болуп атпайбы? Эми өткөн кеткендин баарын унутаберебиз бе? Азыр мына единственный мен ултурушчу байке. Койбойсузбу эми? Бул жерде Уважаемые жители, если мы сейчас будем поднимать и ворошить прошлое, то на каждого можно что-то повесить. То же самое. Уважаемые жители, дайте нам решить эту проблему. Я у вас прошу. Давайте не будем переходить на личности и рассказывать друг другу то, что когда он где-то работал. Если мы начнем сейчас, где кто работал, то же самое надо сказать. То же самое. Гипрозем в свое время, вот этот генплан неправильно разработали, из-за этого весь вся проблема. Там не было конкретных, четких решений. И исходя из этого, вот этот весь бардак идет. Давайте договорились, будем решать проблему. Все хорошо. Спасибо. Считаете ли вы, что эта застройка будет хаотична, опять такая же, как в городе? Ишенели Нурлангач, ona söz berip atat. Жасайым, бүтүрөм депчи. Рахмат. Ийгилик каалайбыз жигитке. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр вице-мэр элдер менен талкуусу болду. Бизге кичине убакыт бергиле, мунун баарын чечебиз деди. Азыр муну бирибизге айкыры күрүп биякта тургандан башка бештеке жыйынтык чыкпайт дейт. Кандай дейсиз байке? Кошуп чыгасыз барбы? Мен өзүмдүн оюмду айтып берейин. Просто бул айтып атпайбы, анакы мэринин алдындагы бул вице-мэр да. Вице-мэр мына депутаттардын эмесин укпай эле, элдин сөзүн укпай эле. Бир единый орган деген болуш керек да, туурабы? Бул айтып Гостройдон эмени архитектураны бизге баш ийдирип алып дейт. Жакындалып алып дейт. Бирок ага чейин деле архитектура шаардын карамагында болот, мэридеси. Бир эмес 3 жолу барып, 3 жолу кайра келди. Эми ошонун ортосунда эл куруп атпайбы? Мына элдин үйүндө суу жок. Мына отурган мына булар үйлөрүндө суу жок болуп атпайбы? Буну эмнеден болот? Именно мына суунун жетиштигин жана анализдеп өтүрүп, техник экономический обоснование кылбай туруп, үй курууга уруксат берип койдут да. Азыр канализация жок мына бул көчөдөчү. Канализация бул Кытайдын посольствонун канализациясын киргизип алган бар элдерчи. Это незаконный дейсиз болот. Түшүнөсүз азыр ага. Азыр мынакей вице-мэр кетти, чечем дейт. Бул канча убакытта чечет, кандай чечет? Бул азыр бизге убакыт бергиле дейт. Азыр мен айтпай турайын пландарым айтсам, ошол курулушчулар да билип алып, кайра контр өзүнүн иштерин кылып баштайт деп атат да. Эми элдерди угалы, келиңиздер. Эмне болуп атасыздар аке? Кандай жоона канаттандыңыздарбы? Жоона азыр эми Нурлан Кемелович биринчи жолу келди. Азыр бизден уруксат сурап кетти, убакыт бергиле деген уруксат сурап кетти. Анан эми биз ишенүү менен дагы болсо да күтүп туралы деп атабыз, конечно. Бирок мындан ары уже элдердин терпениясы жетпей калды. Мындан кийин биз мына азыр бүт ушул жүрүп аткан стройкалардан атайын жителдер комиссия создавать этип, ана мындан кийин ушул вопросту ар бир участок өзүнчө эмес, масштабный бүт эл чогуу чыгып, чогуу чечели деген эмеге келип атабыз да. Кудай буйрса ошого барабыз, жителерге азыр айттым, если квартальный нам поможет, будем создавать группу. И где будет проблема стройка жүрүп аткан болсо, жителдер бүт жердин барып ошого катышабыз да. Ушундай деген эме чечимге чыгып. Жоң күтүп турбайсыздар да? Жок. Мына ушундай болду. Эми урматтуу көрүүчүлөр, бул маселени биз дагы көпкө чалдырат окшойбуз. Дагы чалдырып берип турабыз. Эми бул буга чейинки вице-мэрлерин жоон уккансыздар. Алардан эч кандай бир жыйынтык чыккан жок. Эми ушул Нурдан Орунтаев чечет деп бул жергиликтүүлөр ишенип турушат да. Ошо ишеним аткарылат деп биз дагы ишенели. Кийинки берден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.